Понимаете, если бы мне любой президент этой страны, любого города, приказал бы взять в руки оружие только потому, что он не может решить свои вопросы с каким-то другим президентом, а меня отправляет на войну, чтобы я убивал других детей, я бы никогда в жизни бы на это не пошел бы. Потому что у меня есть принципы жизни. А свои принципы такие я никогда не переступлю. Во-первых, я не имею права лишать жизни людей. Во-вторых, я не имею права делать несчастной чью-либо мать. А в-третьих, ни одна земля не стоит слезы наших родителей. А в-четвертых, для меня существует лишь одна нация. Это человек. Для меня существует лишь одна родина. Это планета Земля. Если у какого-то президента на этой планете какие-то несостыковки с другим президентом, то пускай идет и решает вопрос с ним лично, а не впутывает в это свой народ. Ведь он осознанно понимает то, что он их отправляет на верную гибель. Получается, он готов рискнуть моей жизнью, но не своей. Спасая свою задницу, он подставляет меня под удар, под обстрел. Ибо меня заставляет стать убийцей. Но я не хочу быть убийцей. Я хочу вам всем правителям, если вы это слышите, напомните одну вещь. Одну истину. Когда вас выбрали в президенты, вы должны были сразу понять и не забывать, что не мы являемся вашими слугами, а это вы, слуга народа. Это не мы должны вас оберегать и решать ваши вопросы ценой своей жизни, а это вы должны решать вопросы между собой, не рискуя жизнями своего народа. В ваши обязанности входит то, что вы должны их оберегать, а не отдавать им в руки оружие. Вы забыли, что Бог создал Адама и Еву, но никак не оружие. Я не стал воевать только потому, что не живу с ненавистью в сердце. Я не стал воевать только потому, что я против зла. Я не стал воевать только потому, что я не стал частью этого зла. Я не стал воевать только потому, что мы ничем не отличаемся друг от друга. Потому что мы одно целое. Потому что нам нечего делить. Потому что я не нацист. Потому что я имею уважение к вам.